Добрый день, меня зовут Людмила Должанская, и я сегодня хочу поговорить о роли неформального образования в 21 веке. Что такое неформальное образование? Это те самые кружки, тренинги, самые различные курсы, на которые раньше мы водили только детей. А сейчас мы замечаем тенденцию, когда взрослые вдруг решают, что наступило время наконец-то научиться танцевать танго или пойти в художественную школу для того, чтобы друзьям на день рождения подарить пейзаж, который написал собственноручно, и так далее. Масса возможностей представляет нам неформальное образование. Почему же так произошло? В конце 20 века Жак Делор в своем знаменитом уже докладе, который называется «Образование. Скрытое сокровище», говорил об этом. Говорил о том, что люди в 21 веке должны понять, что образование должно существовать на протяжении всей нашей жизни. И 4 самых важных постулата, о которых мы сегодня говорим и знаем, звучат так. Мы должны научиться здесь и сейчас, научиться учиться. Мы должны научиться трудиться, научиться быть и научиться жить вместе. Мы на пути к познанию этих истин, и одна из этих мыслей, она очень важна. Она касается как раз образовательного процесса, в том числе и неформального. Если за рубежом неформальному образованию придавали большое значение всегда, то к нам это приходит только сейчас. Именно поэтому сейчас быть в тренде – это значит учиться. Неважно, сколько тебе лет. Воплощай мечты, изучай то, что тебе нравится, то, о чем ты мечтал. Масса возможностей для этого есть. Есть масса бесплатных курсов онлайн. Вы можете отправиться к своему известному тренеру в вашем городе и получить те знания и умения, о которых вы думали, что никогда уже их не получите. Все возможно. Учитесь сегодня, даже если вам кажется, что вам это не под силам. Все возможно. Главное только начать.